О ходе следствия по делу об обманутых дольщиках ЖК Ушконер В Астане обманутые дольщики почти 12 лет более борются 600 за свои миллионов квадратные тенге метры. И люди незаконно обратились собрали на из прокуратуру. В прошлом году вокруг двух жилых комплексов разгорелся скандал. Свыше 120 дольщиков обвинили застройщика. Үлестік құрылыс. Бұл өзің апаратын жол бақыт пен жайлылыққа толы үй туралы арман. Бірақ өкінішке орай бұл түрлі түсті суреттің артында тұзақтар жиі жасырылады. Көбінесе құрылыс салушылар тәуекелдерді ескермейді және өз міндеттеріне мән бермейді. Нәтижесінде қарапайым адамдар зардап шегеді. 2000 жылдардағы экономикалық өрлеу еліміздің азаматтарына өз тұрғын үйлерін сатып алуға мүмкіндік берді. Қазақстанның ірі қалаларында жаңа құрылыс компаниялары пайда бола бастады. Сол кезде қазақстандықтар пәтер сатып алудың жаңа үлгісі үлестік құрылыс туралы алғаш рет білді. Үлестік қатысу схемасы жылжымайтын мүлік нарығында жақсы құрал болып табылатынын айта кету керек. Оның мәнімен көпшілік жақсы таныс. Құрылыс компаниялары клиенттердің қаражатын жинайды және жиналған ақшаға үй салады. Клиенттерге объектін салу және пайдалануға беру аяқталғаннан кейін пәтердің кілтін береді. Сонымен қатар сол жылдары көптеген жауапсыз және ашық түрдегі жауапкершіліксіз компаниялар салымшылардан жиналған ақшаны тиімді басқара алмады және азғыруға бой алдырып нысандарды уақытында тапсырмай ұрлық жасады. Компания иелері шетелдік шоттарға ақша шығарып елден қашып кетті. Сол аралықта адамдар өз үйін армандап несие рәсімдеп достары мен туыстарынан қарыз алды. Бірақ нәтижесінде олар пәтерсіз және көп қарыздармен қала берді. В 2021 году мы с братишкой приняли решение приобрести для мамы квартиру на первом этаже трехкомнатную. Мы в этот момент искали, объезжали многие ЖК, но, к сожалению, нигде не было именно трехкомнатной на первом этаже. Искали на первом этаже, потому что для родителей, чтобы было легко заходить, выходить, так как сейчас они живут на 4-м этаже. И вот мы нашли, получается, именно Казанат 2, в нем приобрели жилье. При приобретении данной квартиры в ЖК Казанат 2 нам обещали сдачу в сентябре 2021 года, но на сегодняшний день мы еще не получили ключи от квартиры. Да. В 2022 году начались уже сомнения, так как задержка уже была не на 3 месяца, не на полгода, а уже на год. Начались собрания, ходили на объект неоднократно, собирали подписи для открытия уголовного дела. Но при всем при этом на строительстве не было ни одного человека из строителей, и застройщик появлялся редко. В момент продажи ими офиса продаж мы уже понимали, что мы их никогда не найдем, поэтому начали бить тревогу. Договор у нас был заключен в 2021 году, но непосредственно с застройщиками мы сейчас разговариваем около года. В прошлом году в январе мы начали ходить к ним в офис, ходить на стройку, на сам объект, получается. Вызывали журналистов. 28 апреля у нас приезжал аким города Астаны. После этого мы подали на уголовное дело, и получается в мае 2023, в июне, у нас застройщик начал более-менее работать, но с июля месяца опять такая же картина, 2-3 человека на объекте. И часто бывает, что на объекте строителей вообще нету, отсутствует. В 2012 году по объявлению, это было объявление, но тогда интернет-ресурсами так не пользовались активно, как сейчас. Узнавали о всех новостях через рекламу телевидения или рекламные газеты. Вот мы обратились в компанию ТО НС, потому что там были заманчивые предложения по сходной цене строительства дома бизнес-класса. Это было в 2012 году. Мы вложились в эту компанию. В компании нам обещали, что это будет, показали фотоальбом дома. Там было все красочно, красиво, потому что он же был бизнес-класса. Но по истечении срока сдачи дом еще не был готов к заселению. Поэтому нам пришлось ждать очень
долгие годы, вплоть до 2018 года, это 6 лет. И то этот дом недостроенный, остался недостроенный, и ее достроила уже другая компания. А директора этой первоначальной компании, директора, он попал под уголовное дело. Дом оказался долгостроем, у него не хватило денег достроить этот дом. Поэтому, по-моему, его по статье мошенничества привлекли и осудили. 4 года назад я должен был переехать в Астану, в свою же квартиру, которая строилась на протяжении уже 8-9 лет. И она все еще строится, и я не получил никаких ключей, то есть результата от этих застройщиков. Застройщики являются АССМ, Астана сервис строймонтаж. В 2015 году он был в черновом варианте, то есть котлован только раскопали, и там по цене они стоили по дешевизне там 6 миллионов, что ли. К этому застройщику нас привлекло то, что он находился по месту расположения очень близко к моему университету, и расположение очень благоприятное. То есть возле этого дома жили мои родственники и другие мои друзья, которые поддержали бы меня в начале, так скажем, переезда. Реальные сомнения появились, когда пошел уже, как бы скажем, 4-й год нашего строительства этого ЖК, и мы видели сами результат, то есть у нас живут родственники возле этого ЖК. И нашим родственникам говорили то, что, то есть они видели то, что ЖК вообще не начался строить, как он стоял, так и на протяжении 3 лет, так и стоит, без изменений никаких. Так что нам было понятно. У нас, получается, в инициативной группе 4 человека. Кроме нас в этом доме приобрели около 400 человек квартиры. Многие находятся на грани финансовых возможностей, так как у них есть дети, они живут на съемных квартирах. Многие пожилые люди, которые в поселках продали свои квартиры, решили переехать в город. Но с 2021 года, получается, они до сих пор снимают квартиру. Это дополнительные расходы. Помимо этого, к примеру, мы приобрели квартиру в ипотеку. Мы параллельно еще платим ипотеку сверху. Финансовые сложности большие, колоссальные. Люди страдают, мучаются. Но не из-за того, что они неграмотные, а из-за того, что в момент приобретения квартир ни на каких сайтах информационных данный ЖК не был зафиксирован как неблагополучный или недобросовестный и так далее. То есть люди приобретали квартиры, не зная, что данный застройщик может в будущем не достроить этот дом. У нас, получается, сейчас в чате состоит около 300 человек в группе WhatsApp, именно по Казанат следствия. Около 7 пайщиков у нас уже ушли на тот свет. А остальные бабушки, дедушки, которые постоянно приходят, мы видим, что они живут очень плохо, так как они снимают квартиры, дополнительные расходы. У нас есть много случаев, когда люди разводятся. Сейчас до сих пор у нас есть люди, которые развелись и до сих пор делят эти квартиры, судятся между собой. По факту люди эти квартиры не могут на сегодняшний день не продать, не могут закрыть заблаговременно ипотеку, и как бы они в таком тяжелом положении, когда у них вроде бы были деньги, они вложились, но на сегодняшний день из-за того, что застройщики наглым образом не достраивают дом, они находятся в плачевном состоянии. Алғашқы ірі жанжалдар медиа кеңістікте 2000 жылдардың соңында пайда бола бастады. Содан бері мемлекет алаяқтық тәуекелдерін азайтудың бірқатар тетіктерін енгізді. Бұл уақыт өте келе жағымсыз жағдайлардың санын азайтуға мүмкіндік берді. Алайда мемлекет қабылдаған шараларға қарамастан, бүгінгі күнге дейін жаңалықтар лентасында жосықсыз құрылыс салушылармен байланысты кезекті жанжал туралы ақпарат үнемі пайда болады. Как раз таки проблема дольщиков, лиц, которые страдают от недобросовестных застройщиков, которые вкладывают свои деньги, последние деньги зачастую,
и не могут найти справедливости, она очень часто, к сожалению, имеет место быть, особенно в столице, в Астане. Вот непосредственно в этот кабинет очень часто приходят люди с душераздирающими порой историями. К примеру, вот меня до сих пор триггерит ситуация с одним парнем, который работает газелистом, и у него нет жилья. И он все свои деньги вложил в строящийся объект, который до сих пор не сдан, и он до сих пор живет в «Газели». То есть он приходил к нам в офис, показывал свою ситуацию, насколько все сложно, но, к сожалению, непорядочные застройщики еще пользуются лазейками, иногда грубо игнорируют законы и людей вводят в такую ситуацию. Сот органдары мен қала билігінің объектіге құқықтарды басқа компанияға беру туралы шешімдеріне ие бола отырып, кейбір үлескерлер салынып жатқан мүліктерін нарықтық бағадан төмен бағамен сатып алуға дайын адамдарға аяқталмаған пәтерлерін арзанырақ сатады және объектіні пайдалануға бергенге дейін тағы 2 жыл күтеді. Обычно в первую очередь привлекает дешевизна. То есть недобросовестный застройщик, он ставит квартиру процентов на 10, 15, иногда 20 ниже рынка, и тем самым обеспечивают себе постоянный поток клиентов. 2017 жылы қалың көпшілік Вена кварталы тұрғын үй кешенінің тарихы туралы білді. Содан кейін алданған үлескерлер күш біріктіріп, көптеген сот инстанцияларынан өтіп, өздерінің тұрғын үй кешеніне құқықтар алды және мемлекеттен көмек күтпестен көршілердің арасынан алаяқтың әрбір құрбаны болған, өздерінің тұлғалық және кәсіби қасиеттерін көрсетіп, өздері үй салды. Бірақ Вена кварталының жағдайы әдепкі ережелерден тыс ерекшелік болып табылады. Сондықтан осындай маңызды оқиға болды. Көбінесе құрылыс салушылардың құрбандары олардың саны біраз уақыттан кейін және көптеген процедуралардан кейін бастапқы беттен мемлекеттің қолдауымен тұрғын үй құрылысын аяқтайтын басқа компанияның пайдасына кетуін күтеді. К сожалению, если объект строился без гарантии или разрешения акимата, то вопрос о том, кто его будет достраивать, достаточно большой и проблематичный. То есть на примере города Астаны, например, вот эти проблемные объекты 16-15 годов достраивались по линии акимата через уполномоченную компанию. На то было выделено достаточно большое количество средств, порядка 100 миллиардов тенге. И не факт, что если история повторится, государство возьмет на себя обязательства по достраиванию, скажем так, нового пула проблемных объектов. Поэтому очень важно нашим гражданам именно вкладываться только в те строящие объекты, по которым есть либо гарантия КЖК, либо разрешение акимата на привлечение денег дольщиков. Вот любой ЖК возьмите, поднять период начала строительства, и можно понять, кто был начальником управления архитектуры, ГАС, кто был прокурором этого района, кто не доглядел. Конкретно, пофамильно это можно увидеть. Но этого не делают, потому что все боятся ответственности и все перекладывают на бедных людей, которые и так уже пострадали, заплатили недобросовестному застройщику и теперь остаются один на один с этой проблемой. Я вот без конца на этом акцентирую внимание, потому что реально им некому помочь. Мы приходим и видим, что они одни пытаются справиться с этой ситуацией, потеряв 20-30 миллионов тенге, которые там копили условно несколько лет. Спросите, есть ли у него гарантия КЖК, начал ли он строительство, подал ли уведомление соответствующее, привлекался ли он к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ГАС, в сфере архитектурного строительства, да? И посмотреть на портале судебном, какие есть споры, почитать эти документы. То есть если у человека 10 исполнительных производств, что он не возвращает кому-то деньги, либо не закрыл условно там арматурщикам их объем работы, это уже звоночек, сигнал того, что, возможно, деньги, которые должны тратить на строительство, тратятся не по назначению. В Казахстане с 2016 года действует закон о долевом участии в жилищном строительстве, согласно которому застройщики могут легально привлекать деньги дольщиков только по 3 механизмам. Первое – это получение гарантии единого оператора жилищного строительства Казахстанской жилищной компании. Второе – это получение разрешения акимата после возведения каркаса дома. И третье – это с участием БВО, где также требуется получение разрешения акимата. Именно вот эти два документа, либо гарантия, либо разрешение, является законным основанием для застройщика осуществлять привлечение денег дольщиков. И нашим гражданам при приобретении жилья на этапе строительства в первую очередь в отделе продаж необходимо запрашивать именно один из этих документов.
Второй немаловажный факт – это то, что сейчас заключаются незаконные формы договоров, такие как договор о бронировании, инвестировании, предварительной купли-продажи. Важно знать, что по закону единственным законным договором является договор о долевом участии в жилищном строительстве, который должен быть составлен по типовой форме, утвержденной приказом министра национальной экономики. Данный договор есть в открытом доступе, любой гражданин в интернете может найти и ознакомиться со всеми условиями. После заключения такого договора застройщик в обязательном порядке должен его зарегистрировать в местном исполнительном органе через единую информационную систему долевого участия в жилищном строительстве. Это государственная услуга, которая оказывается застройщиком, по итогам которой готовится выписка, которая должна быть предоставлена непосредственно самому дольщику. Именно эта выписка является основанием того, что договор был заключен в рамках законодательства Республики Казахстан. Немаловажно также проверять историю застройщика, объекты, которые строятся. Сейчас в Казахстане действует такая система, как жилищный портал, доступная по адресу homeportal.kz. Там в разделе «Объекты долевого строительства» можно проверить все легально строящиеся объекты долевки в Республике Казахстан. То есть, если объект находится в этой системе, значит, в него безопасно вкладываться. Покупка жилья – это не покупка, даже не покупка там, машины или там, велосипеда, ну и не покупка там, булки хлеба. Это серьезная инвестиция, и для большинства, 90% граждан Казахстана, это самая дорогая покупка в жизни. И к ней нужно отнестись ответственно, проверить все 1000 раз. Жеке тұрғын үй сатып алатын отбасының көңіл күйі ерекше болады емес пе? Менеджердің алғашқы тұсаукесерінде пәтер сатып алу процесінде көп армандаған үй туралы кім болсын ең алдымен тыныш және бақытты өмірді елестетері хақ. Мұндай сәттерде сана қауіп-қатерді қабылдағысы да келмейді және тәуекелдерді сезбейтіні сөзсіз. Біз сіздерді ең алдымен қиялдың жетегін емес, шарттар мен құжаттарды зерделеуге, құрылыс салушылардың қазақстандық тұрғын үй компаниясының кепілдігі немесе әкімдіктен рұқсаты бар жоғын тексеруге, құрылыс салушының беделін зерделеуге, нарықта көп жылдар бойы жұмыс істеп келе жатқан компанияларды таңдауға аса мұқият болуға шақырамыз. Баспаналы болу көпшіліктің көкейіндегі ізгі армандардың бірі. Егер сіз сол арманға жауапкершілікпен қарасаңыз, онда ол міндетті түрде орындалады.